Привет всем! Это новый выпуск интеллектуального видеожурнала «Уебануться». Видеожурнал «Уебануться» — хроники пикирующих губернаторов. Некоторые телеграм-каналы сообщают, что избирательная кампания проходит пресно, но я с этим нисколько не согласен. Добрый доктор Уебалет, как и полагается московским назначенцам, процыганил всю республику со своим табором политтехнологов и чуть не спиздил наше золото. Хочу раз и навсегда обозначить свою позицию по этому и всем остальным вопросам, затрагивающим общественные интересы. Любое решение будет приниматься только если его поддержат жители республики. Освоение месторождения Чудное и связанное с этим изменение границ нацпарка – это одно из возможных направлений для развития Инты. В рамках так любимой электоратом предвыборной борьбы, раскопали древнюю как труп Ленина историю из коммуняк, в которой секретарь по идеологии комитета Коми республиканского отделения КПРФ набухивает вчерашнюю школоту. А еще часть избирателей, в том числе и коммуньяки старой школы, считает, что современные коммунисты имеют отношение к гей-лобби. Поэтому в случае потенциальной победы коммунистов на выборах главы гимн зазвучал бы по-новому. Еще у нескольких кандидатов от КПРФ были обнаружены скрытые судимости по таким тяжким статьям, как грабеж и половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, в связи с чем КПРФ перехватывает у единороссов переходящие знамя жуликов и воров, но теряет своего кандидата. Олежу Михайлова срезает муниципальный фильтр, и все, что осталось коммунякам, это устроить цирк в избиркоме. Партия Родина разжилась пригожинскими бабками, отнятыми же у народа, и теперь с удовольствием пиарится на пригожинских же ресурсах, в частности Риофан. Первым номером у них сидящий в ливийской тюрьме Максим Шугалей, социолог, который является сотрудником Фонда защиты национальных ценностей, чей руководитель тесно связан с поваром Путина Евгением Пригожиным. В общем, именно это связано с вливанием средств в партию и раскруткой с помощью фильмов про Шугалея, сделанных на коленке и за 48 дней. Потому что это уже не просто какой-то нахуй никому не нужный социолог, а политическая фигура, и держать ее в тюрьме по политическим понятиям не камильфо. О проблемах населения, разумеется, никто не думает. Еще тут есть глава местного пропутинского НФ и клоун Басков. Классический спойлер. К слову о спойлерах. Есть еще зеленая альтернатива, партия с экологическим уклоном, которую логично возглавляет регбист, и чьей отличительной чертой является кошки-художник Вася Ложкина. Эсеры в медиапространстве не шуршат, а Парнас, также его начавший, слился в пользу Алексея Никитина из либерал-демократов. Коммунисты тоже стали за него топить, раз Михайлова выкинули на мороз. Так что, в целом не так уж и скучно, предвыборная гонка еще не закончилась, а возможно, что ее последствия продолжатся и после единого дня голосования. Поэтому ставьте лайки, делитесь видео и жмакните на морду Анатолича, чтобы подписаться. До встречи!